Время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман». В студии София Бляева. Добрый вечер. Депутаты буквально несколько минут назад приступили к рассмотрению госбюджета на следующий год. Перед парламентариями выступил министр финансов Украины. Теперь народные избранники задают ему вопросы. После этого они должны приступить к голосованию за бюджет 2018. Еще днем они решили, что не пойдут домой, пока не примут главный финансовый документ страны. Перед этим нардепы приняли изменения в бюджетный кодекс. Это означает дополнительные дотации местным бюджетам на образование и медицину. А также народные избранники увеличили себе оклады до 16 тысяч гривен. Поддержать главную смету страны готовы во фракциях БПП, Народный фронт и Радикальной партии. Там уверены, большой бюджетной ночи не будет. А вот ОПОБЛОК, Самопомощь и Батьківщина против предложенного проекта госбюджета. Податкова база лягає на дрібний і середній бізнес. Далі великий бізнес має всі можливості не сплачувати податки. Наша ключова пропозиція по цьому бюджету, як і по бюджетах попередніх років, це ввести в повному об'ємі закон про трансферне ціноутворення, який би перекрив всі лазейки по виведенню коштів за кордон через офшорні юрисдикції. Думаю, що більшість в залі підтримає. Я сподіваюся, що це буде дійсно перший приклад, коли ми приймемо цивілізований спосіб, а не в 5 ранку, коли всі сплять. В начале вечернего заседания Рады депутаты уволили Егора Соболева. За снятие его с должности председателя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции проголосовали 256 народных избранников. Во фракции блока Петра Порошенко это кадровое решение аргументировали плохой работой комитета. А сторонники Егора Соболева его увольнение называют наступлением на борьбу с коррупцией. Я думаю, що це найкраща оцінка моєї роботи, яка могла би бути. Я став першим за історію України головою парламентського комітету з протидії корупції, якого звільнили. Я думаю, для мене це справді висока оцінка. Встреча за закрытыми дверями. Глава украинского МИДа Павло Климкин в Вене впервые проводит переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым в двустороннем формате. Перед этой встречей Климкин сообщил журналистам, что главным вопросом будет освобождение политзаключенных в России и пленных, которые удерживают боевики на Донбассе. Заместители председателя Меджлиса Эльми Умеров и Ахтем Чийгоз в Вене встретились с 12 министрами иностранных дел стран-членов ОБСЕ. Кроме того, прошла встреча с представителями Госдепа США. Зарубежным партнерам Чийгоз и Умеров рассказали о сложной ситуации в оккупированном Россией Крыму и о нарушении прав крымских татар, о политических узниках Кремля и о необходимости усиления давления на Россию. Лидеры крымских татар сообщили, что получили полную поддержку от европейских и американских партнеров. Россия настаивала, чтобы на этих встречах обсуждали только ситуацию на Донбассе, и уже одно то, что ситуация в Крыму была на повестке дня, свидетельствует о том, что зарубежные партнеры не идут на поводу у России. Надо отметить, что представители этих стран отнеслись с пониманием. Они осведомлены в большей-меньшей степени о ситуации в Крыму. Там были представители Госдепартамента Америки, которые выступили и сказали, что ни при каких обстоятельствах, пока не восстановится территориальная целостность Украины, не будут сняты санкции, что они отслеживают за ситуацией в Крыму. Те страны, которые сегодня были на этом совещании представлены, проголосуют за резолюцию ООН в середине декабря и будут поддерживать усиление санкций, а не их ослабление или отмену. Заместители председателя Меджлиса Эльми Умеров и Ахтем Чийгоз подадут в суд на администрацию Путина.
Они требуют рассекретить указы о так называемом помиловании. Об этом сообщил их адвокат Николай Полозов. Он пояснил, что после освобождения оккупационная власть не выдала умервующий ГОС никаких документов. После того, как их передали Турции, адвокаты обратились в администрацию президента Российской Федерации с просьбой объяснить, на каком основании их освободили. Кремль отказался объяснять, сказав, что, мол, указы засекречены. Мы надеемся, что либо нам предоставят эту информацию, либо мы последовательно пройдем все судебные инстанции в России и обратимся уже в международные инстанции, в Европейский суд по правам человека, чтобы поставить точку в этой истории, чтобы определиться окончательно, были эти указы, если они были, то какое их содержание. У арестованного оккупантами Асана Чапуха, который второй день держит голодовку, случился микроинсульт. Об этом сообщил его адвокат Айдар Азаматов. Он проведал своего подзащитного в СИЗО, тот не мог сам передвигаться, ему помогал сокамерник. Асан Чапух сообщил, что ему вчера стало плохо, но никто из сотрудников СИЗО не оказал ему помощь. Адвокат назвал действия сотрудников изолятора преступной халатностью. Речь немного у него нарушена. Буду просить, опять же, чтобы допустили к нему медиков, которые более компетентны, чем сотрудники, которые работают в СИЗО. Надо его однозначно госпитализировать. Об этом я буду требовать и соответственно, будем обращаться и в прокуратуру по поводу халатного отношения сотрудников СИЗО к моему подзащитному. Асана Чапуха ФСБ задержала 23 ноября в Симферопольском кафе вместе с Бекиром Дегерменджи, Кязимом Аметовым и Русланом Трубачом. Оккупанты вменяют ему вымогательство. В качестве меры пресечения суд оккупированного Крыма арестовал их до 15 января. В знак протеста позавчера Асан Чапух начал голодовку. 3 из 6 фигурантам бахчисарайского дела Хизбут Тахрир продлили арест на 3 месяца. Речь идет о Мемете Белялове, Сейране Салиеве и Тимуре Ибрагимове. Они останутся в СИЗО до 9 марта следующего года. Мемета Белялова, Сейрана Салиева и Тимура Ибрагимова на заседание суда ведут под конвоем спецслужб. Поддержать крымских татар в здании суда пришли около сотни человек. Однако в зал запустили только родственников. Муминей, жена Сейрана Салиева, сейчас сама воспитывает 4 несовершеннолетних детей. Рассказывает, не ждет, что оккупационные судьи отпустят ее мужа, и в то же время благодарит крымско-татарский народ, который поддерживает ее и семью незаконно обвиненных соотечественников. Народ повернулся в сторону тех, кого оклеймили сегодня террористами, экстремистами, вымогателями. И это говорит о том, что народ в это не верит. Аллаха чок шукурле росум. Один из главных вопросов, который беспокоит семьи, это состояние здоровья родных. Если еще немножко так же посидит, то здоровье будет не такое хорошее, как оно сейчас. Да, так он очень позитивный, да. Ну, мы будем бороться с этой несправедливостью, будем ждать мужа. Наши мужья не террористы, не экстремисты, никакие не преступники. И содержать их в тюрьме, в СИЗО, я считаю неприемлемым. Суд – это очередной абсурд, это очередной цирк, скажем так, с их стороны, со стороны властей, которые ведут эти судебные дела. В начале заседания Мемет Белялов, Сейран Салиев и Тимур Ибрагимов поблагодарили тех, кто пришел их поддержать. Адвокаты просили заменить содержание по страже на домашний арест, однако следователь и прокуроры категорически против. Считают, что подозреваемые могут уничтожить доказательства и скрыться на территории Украины. А также во время заседания защитники просили у суда вывести их подзащитных из стеклянного аквариума, потому что это унижает их честь и достоинство. А судья нарушает статью 3 Европейской конвенции по правам человека. Однако ходатайство судья отклонил. Вместо этого удалил из зала часть слушателей. Действия судьи, мы считаем, что это является грубейшим нарушением. И насколько я узнал, что тех людей, которых он выгнал, уже написали жалобы по этому поводу. Как я практически всегда говорю, российские суды самые стабильные суды.
Все ходатайство следователя удовлетворили. Наш ни один довод не был учтен. Содержание в СИЗО адвокаты расценивают как давление на обвиняемых со стороны оккупационного следствия. Считают, активистов преследуют по религиозному признаку. Такой способ давления на тех, кто не согласен с обвинением и не согласен с тем произволом, который, в принципе, чинится изо дня в день по такой категории дел. Суд длился около часа, и в итоге крымским татарам продлили срок содержания в СИЗО до 9 марта следующего года. 2 дня назад такое же решение было принято и в отношении Марлена Асанова, Эрнеста Аметова и Сервера Зикрияева. В их домах 11 октября ФСБ провели обыски. Асанова обвинили в создании ячейки организации Хизб ут-Тахрир. Ему грозит от 15 лет до пожизненного, а другим от 15 до 20 лет за участие. Эльвина Сидбулаева, Наталья Смолярчук, Крым, Заман, АТР. Новая интифада. Хамас призвал палестинцев к восстанию. С пятницы лидер движения обещает начало вооруженного противостояния с Израилем. К этому привело признание президентом Соединенных Штатов Америки Иерусалима столицей Израиля. Дональд Трамп принял решение перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Флаги США и Израиля на стенах старого города. Световое шоу появилось на одной из тысячелетних башен уже через несколько минут после признания Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. Это решение вызвало гнев палестинцев. 8 декабря станет днем гнева, началом движения интифады, которое приведет к освобождению Иерусалима и Западного берега. Они будут также освобождены, как и Газа. В секторе Газа и на западном берегу реки Иордан на улицы вышли тысячи людей. Они устроили стихийные протесты с сожжением флагов Израиля и США. В знак протеста в Вифлееме, недалеко от церкви Рождества, выключили иллюминацию. Празднично украшенная елка теперь стоит в темноте. В администрации Вифлеема сегодня решили выключить фонари на рождественской еле и праздничную иллюминацию во всем городе после речи Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Сегодня мы требуем от палестинской администрации и президента Махмуда Аббаса прекратить любые отношения с Израилем. С утра на западном берегу не работают магазины и школы. Это тихий протест палестинцев, а это громкий. В Рамалле в течение дня десятки стычек палестинцев с израильской армией. Впрочем, решение американского президента не стало сюрпризом. Дональд Трамп анонсировал свое решение. И перед подписанием указа о признании столицы Израиля города Иерусалим он провел телефонные переговоры со всеми лидерами региона. Иерусалим сегодня место, где иудеи молятся возле стены плача, где христиане совершают паломничество на Голгофу, где мусульмане собираются в мечети Аль-Акса. Все эти годы президенты США откладывали официальное признание Иерусалима столицей Израиля. Но мы все знаем, что столицей Израиля уже давно является именно этот город. Конгресс США признал Иерусалим столицей Израиля еще в 1995 году. Впрочем, 4 американских президента не подписывали этот законопроект, ссылаясь на возможное обострение конфликта. Трамп все-таки документ утвердил. Но он надеется, мирному процессу его решение не помешает. Правда, другого мнения придерживается большинство лидеров региона. Принятие такого решения – это создание в регионе бесконечного кольца огня. Эй, Трамп, что ты делаешь? Какой смысл в твоих действиях? Политические лидеры существуют для того, чтобы поддерживать мир. Сейчас же заявление господина Трампа похоже на работу блендера. Все усилия превращают в прах, создают одни проблемы и не приносят мир. Придерживаться более сдержанной политики призывают Белый дом и европейские лидеры. А Папа Римский призвал уважать статус-кво священного города. Иерусалим – настоящий камень преткновения для многих наций. Израиль считает этот город своей столицей, но палестинцы верят, Восточный Иерусалим станет центром их будущего государства. Таким образом, США стали первой страной, которая признала Иерусалим столицей Израиля с момента основания этого государства в 1948 году. Людмила Иванова, Заман, АТР. Духовное управление мусульман Украины УММА выразило обеспокоенность из-за переноса посольства Соединенных Штатов Америки в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Там считают, что это решение спровоцирует возобновление конфликта на палестинской земле, обострит и без того непростое положение на Ближнем Востоке.
Компромисс в вопросе статуса Иерусалима недопустим, заявляют лидеры исламского мира. В Джидде, где закончился саммит Организации исламского сотрудничества, осудили попытки президента США изменить исторический и правовой статус этого города. Представители мусульманских стран подчеркнули арабскую и исламскую идентичность Восточного Иерусалима. Решение Белого дома в Организации исламского сотрудничества восприняли как навязывание израильского контроля над городом. Первое крымско-татарское радио вновь зазвучит по всей территории Крыма. Надсовет по вопросам телерадиовещания единогласно принял решение о выдаче спутников лицензии радиостанции Мейдан ФМ. Отныне все жители полуострова смогут слушать любимую радіоволну. Я хочу подякувати Нацраду за те, що вони ухвалили таке важливе рішення для усіх кримських татар, надали нам спутник, можливість транслюватися у всьому Криму завдяки спутнику Астра-4. І зараз нас мають змогу чути у всіх куточках Криму по тарільці, у кого є спутник, через телебачення. Будьте з нами. Перше кримсько-татарське радіо «Мейдан». Это все, что мы успеваем вам рассказать к этому часу. Информационный вечер на телеканале АТР продолжается. Будьте с нами. До завтра.